Повышение качества жизни. Депутаты выступают за внедрение социального контракта для оказания помощи малоимущим семьям. Рамки металлоискателей и электронные билеты. О мерах безопасности граждан шла речь на совещании в Ингуш-Автотрансе. Высокий урожай зерна зависит от применения азотных удобрений. Аграрии республики готовятся к ранней весенней подкормке озимых культур. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Анжелика Мержоева. Народное собрание Ингушетии провело первое заседание весенней сессии. На повестке дня обсуждение социально значимых законопроектов. Государство намерено внедрить новые технологии оказания государственной социальной помощи. Основа предлагаемых мер поддержки малоимущих граждан – социальный контракт. Репортаж Магомеда Измайлова. Особое внимание парламентарии обратили на законопроект о мерах социальной поддержки малоимущих слоев населения. В нем, по мнению депутатов, заложен эффективный механизм помощи малообеспеченным людям. В частности, каждый житель республики, решивший получить востребованную на рынке труда специальность, может рассчитывать на материальную помощь от государства на время его обучения. Для малоимущего населения это будут дополнительные работы, и можем центры занятости предложить работы. Желающих очень 2595 человек на сегодняшний день стоят из малообеспеченных семей. По замыслу законотворцев нужно уходить от практики постоянной поддержки малоимущих слоев населения и работать над созданием условий, которые позволяют повысить финансовую независимость людей. Помимо этого, депутаты рассмотрели ряд других социально значимых законопроектов. Также в эту весеннюю сессию законодатели планируют отметить сразу две исторические даты. В 2014 году исполняется 20 лет со дня образования Народного собрания Ингушетии. Столько же исполняется и Конституции Республики. Кроме того, в этом году в Ингушетии впервые состоится заседание Северокавказской парламентской ассоциации. Кроме того, депутатам предстоит провести отчеты перед избирателем. У нас они проводят эти отчеты по отдельным графикам. Опыт у депутатов имеется. Магомед Измайлов, Юнус Сычоев, Новости 24. В связи с сильными осадками в виде снега в Ставропольском и Краснодарском краях на федеральной дороге Кавказ М-29 образовались снежные заносы и заторы. На дорогах гололедица. МЧС по Ингушетии обращается к населению республики без крайней необходимости воздержаться от поездок в этом направлении. При необходимости обращаться по телефону горячей линии 55 19 67. Главное управление переведены в режим повышенной готовности. В районах, городах проводятся превентивные мероприятия. Хотелось бы предупредить жителей республики, чтобы они воздержались от поездок в направлении Ставропольского края. Чтобы они меньше выпускали детей на улицу в целях недопущения обморожения. И особый контроль осуществляли за электроприборами и приборами газового оборудования. О мерах безопасности граждан в местах массового скопления людей и на общественном транспорте шла речь на совещании в Ингуш-Автотрансе. В республике введены электронные билеты для выезжающих за пределы республики, в которых содержится вся информация о пассажире. Подробности в сюжете Светланы Томовой. В Ингушетии укрепляют меры безопасности на общественном транспорте. Уже сейчас весь транспорт, въезжающий в республику, покидающий ее пределы, проходит досмотр. Выезд пассажиров осуществляется строго по электронным билетам. В них содержится вся информация о пользователе, включая паспортные данные. Но этого недостаточно, считают в Комитете промышленности, транспорта, связи и энергетики. Кроме того, с недавних пор пассажир может купить билет на автобус, не выходя из дома. Мы должны знать, кого мы перевозим, и это еще удобнее для пассажиров, что они могут купить билеты через интернет, прийти уже знать свое место и сразу же не ожидая в очереди. Новая процедура покупки билета вводится с той же целью обеспечения безопасности. На автовокзале ведется видеонаблюдение, есть рентгеновская установка. Также стоит взрывозащитный контейнер. В случае обнаружения взрывчатки ее погрузят в аппарат, который выдерживает взрыв от 1 до 1,5 килограммов тротила. Ни один пассажир не пройдет со своим грузом, пока его не пропустят через ленточный транспортер и не осмотрит служба безопасности.
На сегодняшний день у нас в автовокзале установлена досмотровая зона досмотра багажа и ручной клади пассажиров полностью. Также дежурят у нас сотрудники частного охранного предприятия, которые досматривают, точнее проверяют багаж полностью. И плюс ко всему еще у нас по договоренности сегодня дежурят 3 человека сотрудников ОВД. Они дежурят здесь на автовокзале круглосуточно. Ингушетия стала одним из регионов России, где уже успешно реализуется пилотный проект по электронным билетам. Пассажиров подобные новшества не пугают, а наоборот, они только приветствуют любые меры безопасности. В новых электронных билетах содержится не только информация о пассажире, но и о его маршруте. Для нас, для всех же это нужно, если чтобы там для их же безопасности это делается. Нововведение в работе общественного транспорта пассажирам только на руку, поскольку в случае экстренных ситуаций их электронный билет выдаст необходимую информацию о них, а устройство ГЛОНАСС поможет отследить маршрут и даже набранную транспортом скорость. Светлана Томова, Магомед Дидигов, Новости 24. В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения известного ученого, поэта и просветителя Салмана Азиева. Здесь собрались писатели, представители интеллигенции, студенты, а также родные и близкие писателя. Подробности в сюжете Миланы Хашагульговой. На вечере, посвященном жизни и творчеству Салмана Азиева, собрались научная и творческая интеллигенция, родные, близкие и школьники. Как говорят гости, Салман Азиев не просто писатель. Он был человеком, который занял важное место в развитии ингушской литературы. Очень много трудов, связанных с современной жизнью. То есть это был очень разносторонний человек, и его вклад в литературу совершенно неоценим. Это очень разножанровый писатель, писатель, который чувствовал время, чувствовал будущее и предвосхищал те события в своих произведениях, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Салман Азиев в последние годы своей жизни написал очень много. У него есть поэмы о депортации, о современной молодежи. Есть о пригородном районе. Также он написал арабско-русско-ингушский словарь. Салман Азиев – ученый, поэт, просветитель и переводчик. Родился в 1904 году. Учился в техникуме, а в 1939 году окончил педагогический институт. Работал в средних школах. Поэт отдал много времени и труда составлению и изданию грамматики ингушского языка. Одновременно трудился над художественными произведениями. Переводил произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, ряда других классиков. Он автор первой ингушской поэмы «Колым и Тамара». Тема ингушской культуры была основной в творчестве поэта. Человеческие отношения он ставил превыше всего, не только в своих произведениях, но и в жизни. Своим умением говорить, оценивая каждое слово, он давал нам понять, как мы должны общаться с людьми. У него есть и завещание, конечно, обращенное не только к нам, но обращенное ко всем потомкам. Техинга васкет, это на ингушском языке, что выполнение этого завещания предполагает жить, когда живешь уважаемым людьми, и умереть достойно. Потомки лингвиста не только достойно выполняют завет своего дедушки, а некоторые даже пошли по его стопам. Это юный поэт Салман Азиев, праправнук Салмана Азиева-старшего. Учитель знания свои всю душу заряд, ученикам ничего своим, не требуя наград. В этом году исполняется ровно 110 лет со дня рождения Салмана Азиева. Отметить эту дату планирует учреждение образования и культуры. Здесь же, в Национальной библиотеке, работает экспозиция для тех, кому интересно узнать больше об этом удивительно творческом человеке. Милана Хашигульгова, Муса Хамхоев, Новости 24. Охота на черемшу началась. Дикий лук, как по-другому его называют в народе, уже появился на прилавках рынков. Удовольствие это не из дешевых, но цены оправданы неимоверным трудом сборщиков, которые ни свет ни заря отправляются в лес в поисках этого дикороса. С одной из таких групп в Волкунский лес отправился наш корреспондент Руслан Албагачиев.
Мухарбек Ханиев знает Алкунский лес как никто другой. Конец зимы для него и его односельчан – время серьезного заработка. Начинается сезон сбора черемши. Дело это сложное, но прибыльное. В селе рассказывают, что самые трудолюбивые за 2 неполных месяца умудряются заработать несколько сотен тысяч рублей. Это и не удивительно. Сейчас, к примеру, килограмм этого дикороса в первозданном виде стоит 170 рублей, а очищенная черемша – 350. Вот так мы ее копаем. Идем в лес, очищаем эту территорию от лишних листьев, вот так берем и копаем. И до вечера потихоньку набирается у нас она. Для того, чтобы найти хорошую поляну с черемшой, необходимо пройти в лес на несколько километров. Но это, к примеру, 5-6 километров. Потому что вблизи дороги и населенных пунктов всю черемшу уже собрали местные жители. А самые лучшие места находятся в самой глубине этого леса. Уйти вглубь леса осмеливаются немногие, но и это под пристальным контролем пограничников. Кроме того, все, кто отправляется за черемшой, в обязательном порядке должны сообщить в местную администрацию. Все, кто осуществляет сбор черемши, регистрируется в органах местного самоуправления. Есть журнал, где они отмечают, например, указывают район сбора. Где-то 26 человек занимается из нашего поселения вот этим занятием. На прилавки местных рынков черемша попадает из Алкуна, Мужичи и Яндари. Для жителей этих сел черемша – это не просто полезный, а стратегический продукт. В зимнее время это основной у нас доход, чем мы подрабатываем. Она не только зарабатываем на это, и она еще полезна. Лучше всего торговля черемшой идет вечером, в час пик, когда все люди возвращаются с работы. Вот и Марем Эльджеркиева решила сегодня побаловать родных их любимым блюдом. Мытую черемшу мы очищаем от корешков. Эти корешки мы также не выкидываем. Из нее получается очень вкусная приправа. Рецептов приготовления черемши много, но Марем предпочитает самый традиционный. Черемшу отваривает, занимает это буквально полчаса. Затем ее заливает молоком и добавляет сливочное масло. И вот, кушать подано. Очень вкусно, мне это нравится. Черемша – это не только вкусно, сколько полезно. Издавна ее спиртовую настойку использовали при лечении ревматизма и растирании при бронхитах. Из нее делают мазь, поскольку этот дикий лук способен уничтожить любые бактерии и микробы. Растение не только укрепляет иммунитет, но и способствует профилактике раковых заболеваний. В ней содержится огромное количество так называемых фитонцидов. Это вещество, которое борется с вирусами, вызывающими заболевания верхних дыхательных путей. По-другому у нас по-медицински это называется острые респираторные вирусные заболевания. Ну и грипп, конечно. Если в лес идти лень, а покупать дорого, то черемшу при наличии трудолюбия и терпения можно вырастить и на огороде. Главное найти для плантации влажное и тенистое место. Руслан Албогачиев, Хади Добриева, Илес Досхоев, Резван Аушев. Новости 24. Роспотребнадзор провел рейд по предприятиям быстрого питания. Жители неоднократно жаловались на антисанитарию в общепитах. В ходе проверки выявлен ряд нарушений. К примеру, у некоторых отсутствуют документы, подтверждающие качество продукции. Но находятся и добросовестные предприниматели. Подробности в сюжете Светланы Томовой. В связи с устными жалобами граждан сотрудниками управления Роспотребнадзора по Ингушетии были проведены рейдовые надзорные мероприятия в отношении 23 предприятий сети быстрого питания. Зачастую предприниматели отсутствовали сопроводительные документы, и предпринимательскую деятельность они осуществляли незаконно. В ходе проверки были проверено 23 точки на сегодняшний день. Были выявлены нарушения отсутствия сопроводительных документов о госрегистрации, также медицинских книг. 4 точки у нас работали на территории республики без госрегистрации, материалы переданы в мировой суд. По другим всем нарушениям мы составили административные материалы, также по всем нарушениям выданы предписания. Однако были и те, кто добросовестно платил налоги и имели при себе все необходимые документы. Один из них – Беслан Оисаев. Он занимается этим бизнесом более полугода. Во время работы, у нас где-то 5 месяцев работаем, никаких жалоб и, отравлений у нас не было. Все документы есть, нас не раз проверяли, приходили с Роспотребнадзора, консультации давали, все, вроде бы все нормально.
Также на другой точке быстрого питания нарушений представителями Роспотребнадзора выявлено не было. Все соответствовало санитарным нормам и вся необходимая документация имелась. Одним из частых клиентов быстрого питания является Тандила Имагожева. Не всегда получается питаться дома в домашних условиях, поэтому захожу в фастфуд, часто питаюсь. Очень хорошо, вкусно, девочки любезные. Вроде бы факта отравления пока за мной не наблюдалось. Сотрудниками управления Роспотребнадзора проверка будет и дальше продолжаться. Светлана Томова, Рахман Цуров, Новости 24. Аграрии республики готовятся к ранней весенней подкормке озимых культур. Клин озимых хлебов государственных унитарных предприятий в этом году более 17 тысяч гектаров. Это чуть больше прошлогоднего. Хлеборобы в 2014 году планируют получить по 30 центнеров зерна. Такая урожайность будет по плечу только в случае своевременной и качественной подкормки. С подробностями Зарема Бекова. Труженики сельхозпредприятий скоро выйдут на поля. Близится пора подкормки озимых. В этом году выпало совсем немного снега, а от этого зависит, каким будет урожай. Кроме того, именно погодные условия определяют способ подкормки растений. Если зима не снежная, то придется изрядно потрудиться, уверяют специалисты. Подкормку озимых будем проводить, если погодные условия нам позволят, по снегу. Это конец февраля. Если снега не будет, то уже часть озимых придется подкармливать путем прикорневой подкормки. Основные озимые культуры, возделываемые на полях Ингушетии, это пшеница и ячмень. Они занимают около 30 тысяч гектаров. Для их подкормки необходимо 1500 тонн минеральных удобрений, а их еще предстоит закупить. Министерство сельского хозяйства изыскивает возможности приобретения данных удобрений, имеется в виду азотные удобрения, сегодня необходимы, изыскивает возможности приобретения их по приемлемой для нашего сельхозтоваропроизводителя ценам. Буквально на днях специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия выезжают в Ставропольский край. Там работает несколько крупных предприятий, специализирующихся на производстве минеральных удобрений. Возможно, именно у них и будут закуплены необходимые корма. Зарема Бекова, Ахмед Чербижев, Новости 24. Это были все новости к этому часу. Следующий выпуск в 21:00. Оставайтесь с нами. «4 февраля в бизнес-центре «Арфис Плаза Отель» состоится VIP-огонек с участием звезд эстрады Марки Межиевой, Илины Дагаевой, Ильяса Ибиева, Рената Каримова, Сумаи, Рустама Чекуева, Артура Хулагова и многих других. Начало в 16:00. По всем вопросам обращаться по телефону 8 928 096 30 52. Наш адрес – город Магаз, проспект Зязикова, 6. Предлагаем вам окна, двери, витражи и фасады из итальянских алюминиевых профилей NewTek. Декорирование алюминиевых изделий с созданием изображения под дерево. Такое покрытие может иметь очень широкую область